день, меня зовут Айтал Спиридонов. Я ученик 5 А класса Национальной гимназии АИ Города. Моя тема называется «Статут древности ряда». Наша Якутия славится своей прекрасной природой, экстремальными плодами и вечной мерзлотой. На территории республики имеется много озер, рек, лесов и гор. Мы привыкли жить среди этой красоты, но так было не всегда. Летом, отдыхая в Римском Луси, я посетил красивейшие горы, расположенные на берегу реки Амгар. Здесь учеными были найдены следы древних людей. От местных жителей я также услышал, что здесь находятся странные камни с отпечатками бабочек. Я решил заняться поиском этих камней. У подножия одной горы я нашел камни со странными отпечатками. У меня сразу возникло множество вопросов. Каким образом, когда и кто оставил эти отпечатки на камнях? С такими вопросами я решил обратиться к палеонтологам. Вот мои находки. В Якутске я познакомился с известным ученым-палеонтологом Колосовым Петром Николаевичем. Осмотрев мои камни, Петр Николаевич заключил, что это окаменелся трилобитом, обитавшим в океане 570 миллионов лет назад. Другие камни Якутии были на берегу рек Синяя, Лена и Амгар. Однако не все знают историю этих камней. Возраст моих находок подтвердил директор геологического музея Габушев Владимир Дмитриевич. Оказалось, что абсолютный возраст окаменелостей устанавливают с помощью лабораторных исследований. Относительный возраст окаменелости устанавливают с помощью геологической колонны. Мои находки относятся к кембрийскому периоду. Оказалось, 570 миллионов лет назад большая часть нашей планеты была покрыта океаном. Во времена существования трилобитов Якутия находилась под океаном, в том числе в Горлике. В океане существовали разные виды трилобитов. Они размножались следующим образом. Из яйца вылуплялась личинка, а из личинки трилобит. Питались трилобиты илом, мелкими беспозвоночными планктоном. От хищников их защищал панцирь, наросту типа шипов, и способны свертывать свои тела как улитки. Как же выглядели трилобиты? Тело трилобита было покрыто мощным панцирем и в длину доходило до 90 см. По мере роста трилобита меняли панцирь. В голове располагались желудок, сердце и мозг. С помощью конечностей трилобиты дышали, жевали и двигались. У них были глаза расположены на стебельках. Почему же вымерли трилобиты? Последние трилобиты вымерли 200 миллионов лет назад. Причины вымирания точно неизвестны. Ученые считают, что это связано с катастрофой на Земле, либо с появлением рыб, которые поедали трилобитов. А что же случилось с океаном? На месте древнего океана образовался новый материк Евразия, где Якутия занимает большую часть. Чтобы реально представить древний океан, я решил смастерить своими руками 3D-модель среды обитания трилобитов. Заключение. Работа над этим проектом я для себя сделал маленькое научное открытие. Лично нашел уникальные окаменелости трилобитов. Познакомился с известным ученым-палеонтологом, директором геологического музея. Узнал, что в древности Якутия покрывала океан. Получил знания о трилобитах, обитавших в водном океане. Создал 3D-модель среды обитания трилобитов. Надеюсь, что данная работа привлечет интерес моих граждан к науке. Спасибо за внимание.